Альберт Аушев даже и не думал, что когда-нибудь откроет свое дело. Началось все с простого подарка в виде обычного топора товарищу. А дальше сработало сарафанное радио. На парня посыпались заказы. Все поддерживали, да. Во-первых, потому что труд, он как в исламе ценится. И вот все говорили, давай, там, помогали чем могли, кто как, там, кто средствами, кто там просто поддержкой. И меня это взбодряло. То есть я понимал, что я, в принципе, иду по правильному пути. Свое дело Альберт начинал с одной табуретки, маленького столика и отцовской шлифовальной машинки. А когда хобби начало набирать обороты, год назад построил уже полноценную мастерскую. Любительскую шлифовальную машинку отца заменил своей профессиональной. Появился и фрезерный станок для гравировки изделий в 2D, 3D и 4D, а также лазерный станок. За несколько лет работы он изготовил более 100 тематических топоров. Украсил их ингушскими, чеченскими, дагестанскими орнаментами. В этом деле высшее образование строителя и опыт работы в сфере продаж оказались как никогда кстати. Но чтобы смастерить настенные подставки для топоров, пришлось учиться графическому редактированию, создавать уникальные рисунки на компьютере. А само орудие полностью ручной работы. Работа не на заказ, просто сам решил реализовать свои фантазии. Мне очень нравится тематика спартанцев, и поэтому я решил сделать такую двустороннюю секиру из крепкой хорошей стали и изобразить на ней вот таких вот спартанцев, 4 спартанцев в разных боевых стойках, то есть вот этот, да, и назвал этот топор легионером. Топорной его работу точно не назовешь. Одно орудие стоит около 15 тысяч рублей. Все объясняется дороговизной материалов. Вначале было нелегко, признается ремесленник. Чтобы купить станок, парень даже продал свою машину. Потом узнал о госконтракте, зарегистрировался как самозанятый, получил господдержку в 100 тысяч рублей. Средства оказались кстати, делится Альберт. Несколько инструментов я себе смог купить для того, чтобы немного облегчить свою работу. Соответственно, от своей работы, как самозанятый, есть программа такая, «Мой налог» называется. Я там фиксирую свои продажи, отчисляю налог. И уже скоро заканчивается год контракта, который я получил. Надеюсь на продление этого года и получить еще одну помощь, потому что нынешняя ситуация особенно. Это малый очень такой бизнес. Без поддержки государства у него просто нет шансов на выживание. Естественно, мне тяжело. И это очень важно. Государственная помощь для малого бизнеса сегодня. Все топоры, которые мастерит ремесленник, он создает в единственном экземпляре. Если просит повторить работу, то обязательно добавляет что-то свое. Собственное дело Альберт любит именно за это, за творческую свободу. Мне кажется, что самая трудная работа с металлом. Но по-честному она самая грязная, потому что металлическая пыль, она просачивается везде. То есть легкие забивают, потом ты несколько дней откашливаешься от этой пыли, потому что металл надо точить, полировать и так далее. И весь этот процесс преобразует металл просто в пыль. Потом я начинаю работать с древесиной. Я думаю, что работа с древесиной все-таки тяжелее, наверное. И потом начинаю работать с кожей. То есть я понимаю, что легкого ничего в этом нет. Просто ты понимаешь, что если ты взялся, ты должен все сделать четко, качественно, красиво. На этом этапе останавливаться Альберт не намерен. Мастер мечтает запустить производство и собрать свою команду творческих единомышленников. Хава Газикова, Хамзат Халухаев. Новости 24.